Каждый день мы контактируем с десятками людей, принимаем пищу и воду, и тем самым увеличиваем риск заражения инфекционными заболеваниями. И для того, чтобы обезопасить здоровье граждан и предотвратить возможную цепную реакцию, учеными была разработана вакцинация – одно из величайших достижений здравоохранения XX века. Иммунизация как взрослых и детей является одной из главных приоритетных мер в защите от инфекционных заболеваний. Всего. Такие как, например, дифтерия, столбняк. Такие как дифтерия, столбняк, горечь, краснуха, полиомиелит, гепатиты Б, С. Но больше всего риску подвержен детский неокрепший организм, говорят врачи. Из-за недопонимания со стороны родителей важности и эффективности вакцинопрофилактики в республике есть дети, непривитые от различных инфекций. Готово ли взрослое поколение нести ответственность за свои сомнения, которые в будущем обязательно приведут к последствиям? Отказаться от прививок можно. И в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года номер 158 об иммунопрофилактике инфекционных болезней, граждане при осуществлении иммунопрофилактики они имеют право на отказ от профилактических прививок. Но при этом они должны дать письменный отказ. Но это жестокий в отношении ребенка поступок, который может нести угрозу жизни и здоровью ребенка. Поэтому каждый родитель должен понимать, что отказывая своему ребенку в прививке, он нарушает его право на сохранение здоровья. Чаще всего такое решение взрослых связано с их сомнением в самой вакцине. На самом деле людям не стоит волноваться о том, безопасна ли вакцина или нет, потому что в первую очередь проводятся клинические испытания над животным для того, чтобы понять, есть ли какие-то аллергические реакции на введение этого препарата, только затем уже проводятся испытания на людях. После того, как каждая лицензированная и прошедшая тщательные испытания вакцина попадает в больницу, за условиями хранения и холодовой цепью строго следят врачи. Вакцины не просто спасают жизни людей в любом возрасте, но являются залогом полноценной жизни для наших детей и внуков в будущем. Мадина Цор, Асхаб Белакиев, Новости 24.